Английский и немецкий стали ориентиром его творческого пути. Больше 20 лет Аркадий Золоев переводит с этих языков богатую зарубежную литературу. За все время кропотливого труда собралось несколько тысяч работ. Их постоянно печатают в журналах и знакомят местных жителей с культурой и уникальной историей разных стран. Мне была очень интересна английская поэзия. Байрон там, Ит и так далее. Поэтому я решил учить английский. Там и масштабность, и чувственность. Вот. С английской поэзией, мне кажется, может сравниться только испанская. Немецкий проходил в школе, а вот с английским познакомился сам. Усидчивость и трудолюбие помогли добиться значительных результатов. Он переводит не только на русский, но и на осетинский. Стихотворения, песни и рассказы. Любимые поэты Гёте и Шиллер. Гёте, он на самом деле самый неуловимый, потому что когда я пытаюсь переводить его поэзию, то такое ощущение, как на мелководье ловить рыбу там руками. Вроде бы ты поймал, а ты же мгновенно скользает. Как говорит Аркадий Золоев, знать язык недостаточно, не менее важен жизненный опыт. Именно он помогает прочувствовать смысл, который в произведение вкладывал сам автор. На вопрос о том, что вдохновляет, отвечает уверенно – искусство. Хорошая поэзия, она удовольствие, которое я получаю, ни с чем не сравнимо. Ну, разве что общение с матерью или с красивой женщиной. Я, в общем-то, перевожу только то, что меня задевает, то, что меня трогает, а то, что не... Когда я вижу стихи, в которых, в общем, уровень, знаете, такой 3 + 2 равно 5, какой я гениальный там. Аркадий Золоев также переводит и детскую литературу. Несколько лет назад вышла книжка Иры Шабитон. Сейчас он трудится над немецко-осетинской антологией. Анна Голобаева, Владимир Кукоев. Новости Осетии.